Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Всеобъемлющая помощь неизлечимо больным. В Якутской республиканской клинической больнице номер 3 начнут обучать население для правильного ухода за лежачими больными. Подтопление сенокосных угодий в некоторых районах республики. Отметки уровней воды у гидропоста Витим достигают неблагоприятных явлений. Большой триумф для волонтерского проекта. Республиканская библиотека для слепых выиграла грант всероссийского конкурса в сфере культуры. 12 новых лесных пожаров обнаружено за последние сутки. Об этом в ходе брифинга оперативного штаба сообщил Дмитрий Садовников. При этом удалось ликвидировать 5 очагов, еще 6 локализовать. Всего в настоящее время действует 50 пожаров, тушится из них 15. На местах работает более 1200 человек и 107 единиц техники. 38 сбросов воды общей массой в 315 тонн было совершено авиацией МЧС. Самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» работал по искусственному вызыванию осадков на территории Усть-Майского района. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки и передислокации личного состава на территории республики привлекались 12 воздушных судов. Также работала авиация по сбросу воды. Работы по тушению пожаров продолжаются в 8 районах. Это Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Мирнинский, Тампонский, Усть-Майский и Чурапчинский. Угроз населенным пунктам и объектам экономики на сегодняшний час не отмечается. Из-за дождевых осадков с Витима и Алекмы на реке Лене в пределах Ленского и Алекминского района наблюдается подъем уровня воды с интенсивностью до 1,5 метров за сутки. В ближайшие сутки-двое также ожидается подъем в центральных районах. В ближайшие сутки-двое у гидропоста Витим уровень воды достигнет отметки неблагоприятных явлений в 650 сантиметров. Кроме того, в Алекминском и Хангаласском районах ожидается подтопление на 20-30% пониженных участков сенокосных угодий. Готовность объектов ЖКХ Якутии к отопительному сезону составляет свыше 90%. В северных и арктических районах уже стартовал отопительный сезон, где до конца августа планируется запустить в работу все объекты теплоснабжения и чуть позже, до 11 сентября, в центральных, заречных и вилюйских группах районов. Между тем продолжается и навигация 2021 года. До конца сезона в некоторые районы республики планируется завести 370 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов. На сегодняшний день удалось исполнить чуть больше половины от плана. Напомним, из-за резкого спада воды на реках Якутии еще в начале сезона навигация началась в достаточно сложных условиях. Но, несмотря на это, завоз топлива в районы республики проходит в штатном режиме. По МГе еще дополнительно решаем через Нижний Бестях завозить дополнительные объемы, которые планировались. И также сейчас с 20 июля началось уже северный завоз ввиду открытия морского пути. Там у нас, скажем так, пока идет по плану, но отставание есть по Колыме. Там были проблемы с снабжением электроэнергией. У нас около 20 дней не работал Чешский, Зеленомысский речной порт. Ввиду этого есть малое отставание, около 6 тысяч тонн. Эти отставания, разумеется, совместно с речниками КСК и ЛОР наверстаем. Особых сильных опасений на данный момент нет. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекции в Вилюйском районе решением оперативного штаба организованы усиленные рейдовые мероприятия административных комиссий. Проверки на федеральной трассе работниками ГИБДД совместно с Роспотребнадзором по исполнению постановления главного санитарного врача Якутии об обязательной иммунизации водителей, занимающихся пассажирскими перевозками, а также проведены проверки организаций по соблюдению санитарных требований по профилактике коронавирусной инфекции и иммунизации среди работников. В ходе совместного рейда на федеральной трассе Вилюй были проверены транспортные средства в количестве 19. У водителей, у которых отсутствуют сертификаты, они привлечены к административной ответственности.
И хотелось бы напомнить всем водителям, что необходимо вакцинироваться. Те водители, которые имеют вакцину, необходимо при себе иметь сертификат. Либо в бумажном виде, либо в электронном. В Якутской республиканской клинической больнице номер 3 начнут обучать население для правильного ухода за лежащими больными. Такое направление в медицине называется паллиативная помощь. Паллиативная помощь – это всеобъемлющая помощь неизлечимо больным, страдающим заболеваниями, которые не поддаются излечению и включает в себя медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера, уход, а также предоставление таким пациентам социальных услуг и мер социальной поддержки. Общественники столицы выиграли федеральный грант для реализации данного проекта. И вот в течение полугода они будут реализовывать его в городе Якутске совместно с врачами ЯРКБ номер 3. Они не только будут выезжать в дома граждан, где люди присматривают за лежащими больными, но и обучать их уходу и присмотру за такими пациентами. Нашими врачами была разработана программа обучения. Это курс, состоящий из 6 занятий. И в зависимости от диагноза паллиативного пациента врачи, медсестры, они будут обучать родственников, вот, как правильно кормить таких пациентов, да, и как вот основам гигиенического ухода, ну и так далее. Данный вопрос, я считаю, он очень актуален и будет еще более остро выявляться в будущем. У нас, допустим, в городе Якутске где-то около 300 таких пациентов, которые вот прикреплены именно в республиканской клинической больнице номер 3, да. И, к сожалению, с каждым годом вот количество таких неизлечимо больных, тяжелых пациентов будет повышаться, ну, будет расти. Республиканская библиотека для слепых выиграла грант всероссийского конкурса волонтерских центров в сфере культуры. Волонтерский проект библиотеки работает по 4 направлениям: тактильные объекты, рукодельные книги, социокультурные мероприятия и тифлокомментирование. В конце года проводится конкурс «Шаг к добру» на поощрение и стимулирование к дальнейшей творческой работе среди волонтеров. За время работы проекта вовлечено 52 волонтера, которые осуществили 44 мероприятия. Многие из них были проведены в удаленном формате во время пандемии. Самыми востребованными оказались творческие мастер-классы, ориентированные на детей с ограниченными возможностями здоровья, изготовление тактильных книг, озвучивание аудиокниг, тифлокомментирование, чтение лекций и другие. С приближением осени на прилавках крестьянского рынка становится намного больше местных овощей. Это урожай пригородных хозяйств Жатая, Тулагина, Хатас и поселка Маган. По словам продавцов, сейчас большим спросом у горожан пользуется молодой картофель, цены которого достигают 120–130 рублей. Цена капусты на рынке почти одинакова. Продукцию можно купить не ниже 80 рублей за килограмм, а морковь примерно за 100 рублей. В связи с понижением температуры подорожали огурцы. Если 2 недели назад килограмм стоил 60–80 рублей, то сейчас свежие огурцы покупателю обойдутся в 150–180 рублей. В этом году в связи с засушливой погодой у аграрников было больше затрат, но все же у продавцов крестьянского рынка есть надежда, что начиная с конца августа цены на овощи снова станут чуть ниже. Овощи, картофель хорошо выросли, потому что поливная. Вот. А зерновые, конечно, большую часть перевели на корма, так как была засуха. Вот. Сейчас возим овощи, зелень по 300 сдаем рублей килограмм. Там помидоры 80, огурцы тоже 80, перцы по 100, там по 120. Мы не только сюда возим, мы возим много на Труда. Там оптовая база. По 100 килограмм зелени, по 150 в день. Овощей там тонн 30 собрали. Картошки еще только один раз подкапывали, пока пусть нарастает еще.
Золотые медали открытого Кубка мира по пауэрлифтингу в возрастных категориях до 65 и 70 лет завоевали якутяне Антон Адамов и Александр Скрыбыкин. По словам тренера, мастера спорта России по пауэрлифтингу Виктора Жулина, спортсмены из Якутии показали достойные результаты. На спортивной арене ЦСКА Антон Адамов сделал 6 подходов и поднял рекордные 221 килограмм. Александр Скрыбыкин также установил новый рекорд в становой тяге, подняв вес в 220 килограмм в возрастной категории до 70 лет. Тяжелоатлеты из Якутии выполнили нормативы мастеров спорта международного класса Всемирной Федерации пауэрлифтинга. Я считаю, что это более чем достойный результат. Даже для молодых спортсменов поднять 220 килограммов – это достаточно непросто. Считаю, что у Александра очень большой потенциал, несмотря даже на его возраст, что он вполне может и 250 поднять в будущем. Там было много ветеранов, много конкурентов было соперничество. Но я с высоты прожитых своих лет я скажу, что мы в таком возрасте, что для нас важнее позитивная обстановка, радости больше от того, что ты находишься, допустим, в гуще жизни, участвуешь в чемпионатах мира. Это больше, чем медали, рекорды и все остальное. К этому часу это все новости. Хорошего дня.